То есть важно вот этот огонь, который здесь получился, положить себе в сердце и отнести туда свою жизнь, где вы лично на своих дорогах. Ярославль, вы с нами? Продолжать прыгать, времени осталось мало. Чтобы мы в первую очередь пытались обвинять во всем себя. Страшно, это когда заикаешься с детства, или когда на карте кончаются средства. Страшно, если вдруг поднимут на смех. Страшно, если поднимут на смех на глазах у всех. Глупая смерть, страшно вроде бы, но увы. Не пугает уже то, к чему просто привык. 100-тысячное ДТП, летальный исход. Утонула в госпереворотах и прогнозах погод. Первый звонок разольется по тихим аллеям. Гроб чем меньше, тем тяжелее. Двое тянут свой удел, сгорбившись под весом беды. На фоне нас, независимых, сильных и молодых. Я рвусь на помощь сумке, кому донести. А если груз внутри, сразу замолк и стих. Когда утрату мы восполнить не властны, наша обязанность сделать ее не напрасной. И никак нам эти грабли не обойти. Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребенка как пример бесконечной нехватки решительных мер. Кто-то в земле с напоминанием нам заснет. Какой у вас еще бескрайний фронт работ. Напоминаний этих сбился счет. Неужели нужно еще? Попробуй успокоиться, попробуй себя уйми. Разорванный автобус с лежащими рядом людьми. Журналист уводит камеру, глаза с солью. Телевизор бормочет на фоне большого застолья. Фужеры бьются, музыка звучит. Уже в гуще общего веселья тонет новостной сюжет. Да, как-то дико выглядит и грязненько, что подобные сюжеты больше не мешают праздникам. Это обыденно, нормально относимся мы к ним. Если нам харкать в лицо годами, мы тоже привыкнем. Возмущение затихнет, на глаза ведь есть очки. И в кармане есть платок, чтобы вытирать харчки. Слюни полезны коже, докажут научно. А название плевок заменят новомодным и звучным. По той же схеме, избежав ранений, стонов, войны, аварии, кражи стали не мешающим фоном. Но кто-то постоянно стучится к нам в двери. Пробираясь через фон, корабль разобьется о берег. Маленькая капля в океане капель. Вновь погибший ребенок не вернется к маме и папе. Нам постоянно пишет в личку создатель, вбивая текст на языке жизненных обстоятельств. Но мы не можем прочитать их никак. Давно забыт пароль, да и не знаем языка. И никак нам эти грабли не обойти. Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребенка как пример бесконечной нехватки решительных мер. Кто-то в земле с напоминанием нам заснет. Какой у вас еще бескрайний фронт работ. Напоминаний этих сбился счет. Неужели нужно еще? Готовы? Однажды станет тихо, и уже далеко не поможет. Однажды осознаешь, на земле мы прохожие. Главное успеть зажечь свой огонь радости. У нас одна минута от юности до старости. Спасибо, друг друга.